Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Ну что, сегодня у меня такая прогулка по двору, по участку, так скажем. Что и как растет, что и как цветет, что там в тепличке, что там происходит на огороде, что с картошкой, что на деревьях, какие цветы цветут. Постараюсь показать, что там как раз Раиса Ивановна тоже приехала, да. Что там она возится там, может что-то удастся поснимать. Просто поезжу по двору. Заканчивается август и начинается календарная осень. Хотя у нас как бы на севере это уже август считается такой ранняя осень, но все равно. Календарная осень начинается с 1 сентября, конечно, и пока лето. Ну вот лето заканчивается, к сожалению, быстро оно у нас на севере пролетает. Если повезет, то июнь, как бы, это хорошая такая переходный период с весны на лето, если это повезет. Июль тоже, если, ну, в этом году нормальный такой, ну вот с середины августа очень такие дожди, и не очень-то повезло. И вот, например, с кукурузой у нас уже проблемы. В этом году кукурузу точно, наверное, не будем кушать. Початки есть, но они не успеют созреть. Сейчас немножко прогуляемся. В теплые дни я сегодня надел снова жилетку, такую кофточку. И жарко, наверное, придется снять эту жилетку. Прям жарко-жарко сегодня. Такое. Надеюсь, это не бабье лето. Я очень надеюсь, что это не бабье лето, потому что бабье лето у нас обычно бывает в числах с 11, где-то с 11, 14, вот это где Семенов день. Вот, обычно так бывает. Ну, надеюсь, что не бабье лето это. Потому что хочется, чтобы осенью, конечно же, когда дожди начинаются, да, а потом приходит такая пора, что ненамного вернется лето. Вот. Это время очень такое приятное. Комаров там нету, оводов нету во время лета. Но вот в этом году вот на прогулку выезжаю я с собаками, да, очень-очень много комаров, мушек очень много. Комары кусают прям вот, ну, невозможно. Вот. Даже вот буквально вчера на прогулке тоже ездил, оводы были. А это как бы редкость для конца августа, уже скоро уже начинается сентябрь, и чтобы оводы летали. Очень большая редкость такая для нас. Ну, вот такое небольшое вступление. Потом сейчас поездим, поснимаем, что у нас там как. Ну, немножко поснимаю сначала картошку. Что у нас с картошкой? У нас картошка начинает заболевать фитофторой. Вон там все, середка там, такая клумбочка уже образовалась. О, где там. Вот, да. Ну, и это перейдет за пару дней на все поле. Конечно же, да и пускай. Сейчас вот на данный момент зеленая масса не очень-то и нужна уже. Пускай клубни растут. Темные ночи у нас, уже ночи холодные. Для клубней это чем ценится северная картошка? Потому что начинаются у нас холодные ночи, темные ночи. И клубням это очень полезно. Потому что шкурка утолщается, для хранения это, говорят, полезно. Вот. Основное поле зеленое еще. Но фитофтора уже появилась, и это быстренько это перейдет на все поле. Так что в этом году мы картошку сажали где-то, наверное, вот это поле, наверное, если я не ошибаюсь, 8, в числах 8, 9, надо будет посмотреть. Но если я ошибся, оно день-два. Также и копать будем в числах, наверное, 10, 11, вот так где-то начнем копать. Ну, может, чуть пораньше, но не раньше 8 это точно, потому что картошка должна пролежать в земле 90 дней. Некоторые картофелины еще цветут, я не знаю, попадает, нет в кадр. Да? Вон цветочек такой фиолетовый. Видите?
Вот такие у нас. Вот такая у нас картошка, друзья. И надеюсь, в этом году с картошкой проблем не будет. Будет хороший урожай. Вот. С кабачками что? Кабачки там есть еще пару штук. Маша уже заносила, наверное, штуки. Всего штуки, наверное, 5. 5-4 или что ли. Но в этом году с кабачками. Ну, и Uncle Ben's да что-то приготовить будет еще. Там еще салаты какие-то. Морковка еще не выкопана, свекла тоже. Укроп вот не убран. Вот это большой минус у Маши. Все никак не соберется этот укроп убрать. Он уже в зонтиках весь. Надо зонтик оставить для дальнейшего консервирования огурцов. Огурцов, там томатов. Она салаты так-то делала. Будет видео, конечно, как она салат делает с томатной кровью. Вот. Сейчас покажу еще там, дальше поеду. Ну, кукуруза, как уже говорил, с кукурузой даже показывать ее как бы не резон, потому что початки есть, но они только-только образовываются, и, наверное, в этом году кукурузу не придется. Если только не изменится ничего, и будет очень-очень жаркая осень. Вот. Сейчас пойду. Сестра выкопала свеклу свою, Раиса Ивановна. И сейчас я пойду, если успею, там покажу. Так-то здесь не вся свекла, я просто она сушится сюда, раскладывает. Ну вот такие примерно размеры. Размеры не маленькие, но, как сказала Раиса Ивановна, что крупная свекла, она невкусная, лучше, конечно, чтобы мелкая была. Не мелкая, а хотя бы средняя, да? Вот. А большую свеклу она сварила сейчас. Пар идет. Пар еще идет, но внутри белое. Видите, белая полоска внутри большой свеклы. Вот. Где ты варила-то ее? На печке? На уличной печке, да? На уличной печке там и грибы варятся. Ну вот, Раиса Ивановна там. Как она приезжает, то печка сразу топится. И как паровоз дымит целый день. Вот. И параллельно Раиса Ивановна не перестает что-то купается. Вот. Так что потихоньку убираем, начинаем убирать. А ты укроп убрала уже свой? Нет. Тоже нет? Тоже в зонтиках? А, у тебя он мелкий еще, да? Я-то ведь уже и сушила, и посолила, еще на свете уже. А, сушила и посолила и... Очень мелкая была. Ой, мелкая. А у Маши там деревья уже превратились. Вон про морковку еще Раиса рассказывает. Немножко выкопала для пробы и там для консервирования, может быть. Ну, она мелкая в этом году, только-только. Ну, поздно, наверное, садили, да? Или второй раз садили? Нет. Маша-то второй раз, наверное, садила. Нет, я-то один раз. Ну, вот такая морковка для пробы. И это просто чистая проба. Потом оставили еще в земле, она будет еще расти. Морковку можно позже, намного позже выкопать. Что, нормальная морковка, она еще вырастет. Вон отдельные экземпляры такие, нормальные же, вон. Нормально. Для меня лично нормально. А крупная она как тоже деревянная становится, Раиса Ивановна. Вот такая база здесь у Раисы Ивановны. Печка. Самый главный атрибут. Самый главный атрибут уличная печка. Здесь и все здесь, короче. И горячая вода. И вон в кастрюле там свекла варится. Маленькой кастрюле что ты там варишь? Грибы. Грибы. Откуда грибы-то? Дядя Ваня вчера привез. Дядя Ваня привез? Много привез? А, штук 15. Красноголовиков? Да. Ага. Вон грибы варит там. О, маленькой кастрюле. Короче говоря, все здесь. Все здесь кипит. Жизнь кипит, как говорится, да? Сердце участка — это уличная печка. Люблю.
Сердце участка уличная печка у Раисы Ивановны. Вот. Маша сегодня дома хозяйничает. Меня выгнала на улицу, сказала иди. Иди до речки. Сегодня, наверное, до речки не пойду. Сегодня суббота, надо мыться и все такое. Сегодня мои собаки будут это самое без прогулки. А может быть и съезжу. Вон Айда там. Она знает, что если я выехал, там наклевывается прогулка. Драчунья такая. Дерется постоянно сумкой. Она инициатор всех драк. Дрова и огонь. И целый день туда Раиса подбрасывает и подбрасывает эти дрова. Вот. Кто-то спрашивал, почему беседки нету на видео. Беседки наличия нету. Чего нету? Наличия нету. Нету беседки, да? Вообще, надо будет заказать беседку. Есть, тут место есть для беседки. Вот тут край угол огорода. Вот край угол огорода. Вот. Есть хорошее место для беседки. Отлично. Можно даже внутри беседку кирпичную печку построить. И вообще четкая будет. Ну и залез я в теплицу, друзья. Маша, конечно, меня заругает, потому что без разрешения я сюда зашел. Но тут у нас помидоры. Вот, помидоры висят. С созреванием, конечно, проблема у нас. Что-то долго не созревают помидоры. Но вот эти черные. На видео кто-то у нас спрашивал про черные помидоры. Какого они вкуса. Маше что-то не понравились. Я не пробовал еще. Маша говорит, что не очень, говорит. На следующий год, наверное, не посадит. Такие горечи, говорит, немножко отдают. Такие. Вот такие. Они прям черные. Такие. Если честно, я первый раз вижу такие помидоры. Но они черные, да? И не знаю, в следующий год, может быть, не посадим. Посадим точно этот сорт. Вот этот цыпленок. Он мелкий, но не крупный сорт. Куст не очень высокий. Не высокорослый сорт. И плодовитый. Каждый день Маша понемножку заносит покушать нам. Помидоры еще не консервировали. И вот этот сорт тоже очень вкусный. Это, наверное, карамелька или что ли, если я не ошибаюсь. Его тоже много, он плодовитый такой. Висят прям вот. Висят. Вот. Это конец августа, друзья. Такие огурцы тут лес. У Маши листья еще не убраны, но там огурцов есть. Просто там огурцы очень много есть. Каждый день тоже Маша консервирует, консервы делает, запасы делает. Свежими кушаем. Вот. Ну тут лес густой, и вы, наверное, не увидите хотя бы один огурец бы показать. Сейчас ориентир беру ориентир черное ведро. И от черного ведра там сейчас вот я покажу, где-то я видел огурец, который можно заснять на камеру. Видишь, я ищу. А вон огурец. Ну там много огурцов, просто я вижу глазами, а камерой передать. Где-то здесь был огурец, что можно было заснять, не знаю, смогу или нет. Так, а вон где-то там, О, видите? Вот так, если это самое показывать, то, конечно. Вот так. Я быстренько отсюда убегаю, потому что, может, вдруг да Маша меня еще заругает. Карамелька, смотрите. Карамелька, плоды карамельки. Такие продолговатые, как действительно карамельки. И тоже плодовитый оказался сорт такой. Очень плодовитый сорт оказался.
Осталось только созревать, но они что-то тоже долго краснеют. Это проблема помидоров в теплицах. На грунте они очень быстро созревают. Сколько не сажали, еще на грунт очень быстро созревают, чем теплицы. Вот. Ну и здесь помидоров, друзья. Помидоров очень много тоже. Только они всякого сорта и разного сорта в этом году. Висят, висят, висят. Кто созревает, кто не успевает созревать. Будем в темном месте дома дозревать. Ну вот так немножко снова поснимал. Где-то, друзья, самолет летит, но я его не вижу. Нигде не вижу. Где он летит? Только звук вижу, а на камеру не вижу. Где-то он летит. Пожарная безопасность. Наш кукурузник сколько летали на нем, да, Раиса Ивановна? Блевали, летали. Блевали, летали, да. Летали, блевали. Летали, блевали на нем. 3 раза в день прилетал кукурузник в советские времена, чтобы поехать, ну, чтобы можно было долететь до Сыктывкара, добраться до Сыктывкара. Час или 45 минут. Час, да? Час где-то так, но в среднем час этот самолет летал. Короче говоря, Пакет бумажный да, чтобы это самое... для блевоты. Да. О, Но транспорт, для сравнения, вот, 3 раза в день самолет приезжал в село, прилетал, а сейчас автобус. Ну, автобус тоже хорошо, а тогда дорог не было вообще. Целый день до Сыктывкара добирались на машине, если только в одну сторону, и да, и не доберешься еще. Ну, пока суть до дела, день проходит, уже время уже... Где-то, наверное, уже час время, да. Раиса, она достает свой аппарат косильный, да, триммер, так еще не косила. мотокосу. Защиту убрали. Сейчас будет брызгать. Дерни. Не получается, да? Te mikä leptin en ryczakse? А? Лептин? А, давай сечелички есть. Рая. Mikä se чабер газ. Вот. Нажми сильнее. Вот. И не, ты кнопочку в бок. О, не, нажми. И... Ну. Не фиксируется, что ли? Нога. Осторожно. О, сейчас он заведется. О. Теперь опускай вниз на самый. Вот это? Да. Ой. Так что, друзья, Раиса Ивановна сейчас будет косить и будет шумно. А я уж потом выключусь. Раиса Ивановна что, начала косить, и здесь больше съемки вести как бы, ну, почти невозможно. Шум пилы очень громкий. Я потом, наверное, дом зайду. Вечером с сумкой ходим на прогулку. Такая уставшая. От вчерашней прогулки она уставшая. Все там, друзья, ну, прям там очень шумно, шумно.
Заеду домой. Может, что-то Маша вкусненького приготовила. Покушаю. И покажу еще. Знаете, у Маши там элустома расцвела. Очень красивый цветок на подоконнике. Сейчас вот это покажу еще в конце видео. Смотрите, друзья, где я стою. На краешке таком. Если туда нырнуть, то будет очень так неприятно. Да? Сейчас Маша поставила вот этот перегородку, а так как заехал, потом туда нырять нужно. Всем привет, дорогие друзья! А Сергея грибы ждут. Пожарила грибы, что вчера насобирал. Я сам собрал, друзья. Смотри, гриб. Видите? Вырвал. Настоящий белый гриб. Он луговик называется, он не боровик, он чуть-чуть светлее. Вот такие цветочки у меня выросли. Они еще долго будут цвести. У меня юго-западная сторона. Здесь эти цветы хорошо растут. На кухне, на подоконнике они что-то плохо росли. Вот. А здесь вот они хорошо распускаются, вырастают. Вот такие букетики красивые. Вот на кухне восточная сторона, вот там не растут почему-то, вот эта элустома не растет. А вот на юго-западной стороне растет и прям вот, ну, красиво. Вот такие цветочки. Угу. Радует глаз. Очень красиво. Что там, видно Раису Ивановну? Нет. Я убежал от нее. Стрижат и стрижат шумно, вообще кошмар. Вот такие прекрасные грибное жаркое. Наша пожарила из белых грибов. Сейчас белые грибы попробуем. Ой, такая вкуснота. Прям. Вот это да. Очень вкусно, друзья. Я продолжаю обедать. И как только обед закончу, сразу же смонтирую этот ролик, короткий ролик, и выложу в интернет. Вот так. Ну, нашим подписчикам небольшое такое видео про наш участок и кто чем занимается. Маша дома сегодня занимается домашними делами, у нее накопились и стирка, и уборка, и все такое. И вот обед приготовила. Раиса Ивановна приехала, да, занимается огородом, участком, что там тоже копошится целый день. А я вот запечатлил, так сказать, эти деревенские заметки. Все, куда не пойду, шумно. Включаюсь. Всем пока. До новых расцветов.